Это «Атмосфера кино» и я ее ведущий Ренат Музафаров. Здравствуйте! В следующие несколько минут мы расскажем о главных новинках кинопроката, приведем мнение и обсудим последние новости индустрии. Будет атмосферно. В свежем выпуске программы «Атмосфера кино» мы расскажем о путешествии юного мексиканского музыканта Мигеля в страну мертвых, его встрече с покойными родственниками и какое отношение к этому имеет студия, подарившая нам суперсемейку и корпорацию монстров. Поделимся впечатлениями и обсудим другие новинки этой недели. Попробуйте представить себе ситуацию, при которой всемирно известная студия по разработке светлых детских мультфильмов берется разрабатывать тему смерти и загробного мира, упаднические настроения или кризис идей. Возможно, только если это не студия Pixar, а центральная тема не латиноамериканский праздник День мертвых. Поговаривают, так весело и душевно, как мексиканцы этот праздник отмечают разве что Рождество в Америке. Попробуем разобраться. Анимационный фильм «Тайна Коко» в объективе «Атмосферы кино». Легкий перебор по струнам в стиле мексиканского «Кансьон дель Мариачи» и «Атмосфера кино» впервые посвящает свой центральный обзор анимационному фильму. Все потому, что эту картину нельзя обойти стороной. Мультфильм для всех без возрастных ограничений. «Тайна Коко» — новое творение студии Pixar, явивших миру такие суперхиты, как «История игрушек», «Корпорация монстров», «Суперсемейка» и «Головоломка» 2015 года. Удалось ли главным мультипликаторам современности выдержать заданную планку, а может и вовсе задать новый стандарт качества в мире анимационного кино? Что ж, обо всем по порядку. Один раз в году наши предки возвращаются в наш мир. Счастливой поездки! Повидать родных и друзей. Но никто из ныне живущих не посещал их мир. Прабабушку Мигеля, главного героя мультипликационной картины, когда-то бросил муж-музыкант, и с тех пор музыка в его семье находится под строгим запретом. Поколение за поколением предки мальчика точают башмаки и погоняют от дома праздно шатающихся гитаристов, которых в их мексиканском городке, надо заметить, немало. Подобная участь поджидает и Мигеля, вот только мальчик явно ощущает в себе музыкальный дар, доставшийся ему в наследство от легкомысленного деда. Втайне от родных Мигель учится играть на гитаре и впредь намерен отстаивать свое право на выбор. Эрнесто де ла Круз, величайший из музыкантов, каких видел мир. Вот бы мне стать таким. Никакой музыки! Никакой музыки! Взбунтовавшись, Мигель приступает некоторые законы, и в День мертвых главный семейный праздник всех мексиканцев оказывается в загробной стране, где встречает многочисленную покойную родню. Здесь и разворачивается большая часть действий. Устроен этот мир почти так же, как реальный, только более красочный и, конечно, волшебный. Дворовый кот здесь превращается в разноцветного грифона. У облезлого пса вырастают крылья, а маленький мальчик получает, наконец, возможность выступать на большой сцене. И не важно, что все слушатели – скелеты. Не убегай от меня больше! Мы еще не знаем, куда попали. Изначально, в момент релиза первых промо-материалов к мультфильму, ситуация оказалась немного неловкой. Сюжеты и идеи другие студии обычно воровали у самого Pixar, а тут компания объявляет о выходе новой картины в момент, пока в памяти публики еще не остыла другая, сравнительно недавняя «Книга жизни», спродюсированная самим Гильермо дель Торо. Сюжет той картины также вращается вокруг мексиканского праздника Дня мертвых. Однако в этом, как выяснилось, нет абсолютно ничего криминального. Просто этот праздник для мексиканцев так же важен, как, например, Рождество в Соединенных Штатах, о котором, на секундочку, сняты тысячи фильмов и мультфильмов. Мигель, что это все значит? Мы с вами что, знакомы? Вы родственники? У меня аллергия на шерсть. Но у Данте нет шерсти. А у меня нет носа. Но от этого не легче. Подтверждение тому реакция публики. Стартовав в Мексике как раз накануне главного праздника, «Тайна Коко» стала самым кассовым релизом за всю историю кинопроката. Оно и неудивительно, учитывая, с каким вниманием студия обычно берется за проработку центральных тем своих мультфильмов. В момент подготовки картины художники Pixar буквально исколесили Мексику вдоль и поперек в поисках художественных
художественной фактуры. Вот эту кружевную салфетку, например, вы увидите в мультфильме. Музыканты, еда, сапожники и даже бродячие собаки служили источником вдохновения для создателей мультфильма. Хотелось изучить и страну, и людей для того, чтобы убедительно изобразить в фильме. Нам необходимо было увидеть Мексику во всем ее культурном многообразии и богатстве традиций. Другой отличительной особенностью картины является, на удивление, продуманный сюжет. Тайна Коко долгое время ведет нас вдоль интриги слишком спокойным, размеренным шагом, чтобы в какую-то минуту предложить нам неожиданный поворот. И тогда бриллиант современной компьютерной анимации внезапно являет нам другие, мелодраматические и даже детективные грани, составляющие произведения. Определенные намеки, впрочем, с самого начала дает вынесенное в заглавие имя старой прабабки Мигеля, персонажа, как кажется, третьестепенного. Есть что декларировать? Да, по правде сказать, есть. Поражает, с какой верной интонацией Дисней и Pixar в очередной раз удается говорить со своим зрителем, в первую очередь маленьким, о таких сложных понятиях, как, например, смерть. И стоит отдать должное, лучшего примера, чем Мексиканский день мертвых, во всей мировой культуре просто не найти. В традициях этого праздника смерть по-прежнему столкновение с чем-то неизбежным, но не пугающим, а заслуживающим уважения, заставляющим одинаково чтить живых и мертвых, вызывающих скорбь, но вместе с тем неизменную радость, желание жить, носить сомбреро и пить текилу. Готовься! Я ваш большой поклонник, позвольте, а? Сеньор де ла Круз! Здравствуйте! Я превращаюсь в скелет! Что? Я всю жизнь чувствовал в себе эту тягу к музыке. Каждый должен следовать зову судьбы. Резюмируя впечатления по шкале киномера, наградим новый анимационный хит студии Pixar следующими тезисами: К – креативное и ироничное, Н – новаторское и О – общедоступное анимационное кино. Возрастной рейтинг «Тайны Коко» рекомендует фильм к просмотру зрителям, достигшим 12 лет, и является собой беспрецедентный случай для фильмов студии Pixar. Тема смерти и загробной жизни бесспорно тяжела для детского восприятия. Тем не менее, беспокоиться ни о чем родителям не стоит. Идти в кино и вести с собой ребенка стоит хотя бы за тем, чтобы убедиться, даже о смерти можно говорить весело и интересно. Переходим к другим новостям кино. Премьера этого четверга, отечественная картина «Легенда о Калаврате» перенесет нас в Русь 8 века. Государство раздроблено и вот-вот падет на колени перед ханом Золотой Орды Батыем. Испепеляя города и заливая русские земли кровью, захватчики не встречают серьезного сопротивления, и лишь один воин бросает им вызов. Молодой рязанский витязь Евпатий Калаврат возглавляет отряд смельчаков, чтобы отомстить за свою любовь и за свою родину. Его отвага поразит даже Батыя, а его имя навсегда останется в памяти народа. Воин, ставший легендой, подвиг, сохранившийся в веках. Кинотеатр «Атмосфера» приглашает всех посетить грядущую премьеру. Так идите, убейте нас! Другая премьера этой недели на сей раз для юных зрителей – анимационный фильм «Колобанга. Привет, интернет». На бескрайних просторах всемирной паутины беззаботно живут ничего не подозревающие смайлы-колобки. Они помогают мальчику Антону передавать эмоции в письмах, а в свободное от работы время отрывается по-круглому. Но однажды в городе происходит несколько таинственных событий. И становится понятно, коварные и могущественные силы хотят поработить интернет. Смелые друзья Челка, Колобок и Умник встретятся с пришельцами, посетят заброшенный сайт, побывают в карантине и столкнутся лицом к лицу с армией правителя Фидо. Удастся ли им спасти интернет, находясь на краю пропасти? Колобанга покажет. Вам знакомо такое понятие, как эффект зловещей долины? Оно описывает отторжение у наблюдателя, которое вызывает объект, выглядящий или действующий примерно как человек, однако имеющий свои дефекты. Понятие буквально расцвело в эпоху компьютерной графики и объясняет, почему виртуальные модели еще не скоро займут место актеров на съемочных площадках. Примечательно, что мультипликационные персонажи никакого отторжения не вызывают. Это другая категория кино, моделирующая свою причудливую реальность и предлагающая свою логику повествования.
Этим и замечательно. Надеюсь, нам удалось передать атмосферу кино, ну а тем, кто хочет полного погружения, пожалуйте на сеанс. Кино настоящее, лучше телевизора, это в нашем классе всеми признано. В следующей программе «Атмосфера кино» мы поведаем легенду о доблестном рязанском витязе Евпатии Калаврате, прославившегося ратными подвигами во времена набегов на Русь Золотой Орды, и узнаем, какое кино получилось у отечественных кинематографистов.